Здравствуйте, дорогие наши друзья, подписчики и помощники. У нас для вас хорошие новости. Баффи и Чуча, которые остались сиротами, их хозяин погиб на СВО, прилетели в Москву. И мы чуть попозже их вам еще покажем. Не успели мы встретить одних, как к вылету уже готовятся следующие. Это девочка-сиротка Лайка, ее зовут Ланка. Она пока еще в Якутске, но у нас появился пассажир, который готов помочь и взять на вылет наших хвостиков. Давайте поможем Ланке покинуть морозный Якутск и начать новую жизнь, найти новую семью. Вот мы забрали третью собаку. Доча, доча линяет сейчас. Ой, как она обрадовалась, ой, как она обрадовалась. Веселая, активная такая девочка. Ланка молоденькая девочка. Ей всего года 1,5. Она очень ласковая, не крупная по размеру, активная и веселая. И для нее очень важен человек. На передержке она хочет больше общения. Она любит гулять, но не с сородичами, а именно с человеком. Ей очень сейчас тяжело адаптироваться к новой жизни без любимого хозяина. Давайте поможем нашей девочке поскорее вновь стать домашней и любимой. А еще у нас новый малышарик – Туман. Ему месяцев 5, и это щенок-самоеда. Вообще какой-то прям самоедопад в этом году. Очень много самоедов-отказников. Туман – это подарок, который стал не нужен, и от него решили избавиться. Конечно же, любой щенок требует любви и внимания. Надо время и желание, чтобы им заниматься, воспитывать. И, конечно же, животное не может быть подарком в принципе. Давайте дадим Туману шанс на долгую и счастливую жизнь в новой семье. Он же не виноват, что он стал подарком. Друзья, без вашей помощи мы не справимся. Мы редко спасаем котиков, поэтому сегодня у нас кош-контент. Знакомьтесь, это тоже отказник, молодой котик. Говорят породистый, точнее он породистый, это шотландец и скоттиш-фолд. И мы в очередной раз убеждаемся, что порода не спасает от предательства никого, ни кошек, ни собак. Ему тоже не нашлось места в холодном городе с холодными людскими сердцами. 2 недели на всех досках объявлений его усиленно, упорно пристраивали. Хозяйка уезжала, а ему суждено было остаться. Но никто его не пожалел и не взял домой. А хозяйка уехала. 3 разные, но очень похожие судьбы никому не нужных хвостиков. Так может быть, мы все-таки разорвем этот порочный круг и поможем встретить им своего человека, который никогда не бросит, никогда не предаст, что бы ни случилось. Мы торопимся вывести этих хвостиков, потому что знаем точно, если взялись спасать, то надо это делать быстро и не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Друзья, помогите вылететь этим 3 несчастным хвостикам в безопасный мир. Баффи, Чуча. Ой, какие красивые, чистенькие. Собрались лететь в Москву. Девчонки, желаю вам удачи, найти хорошую семью. Вот такие лопатушки, вот такие топатушки, вот такие девчонки хорошие, классные такие. Хозяина потеряли, переживают. Дети, дети приехали в аэропорт Якутск. Уезжают, в Москву, искать свое счастье. А теперь немножечко о прилете наших красоток. Мамы Баффи и доченьки ее Чуча. Девчонки в Москве долетели хорошо, уже адаптировались, потихонечку приходят в себя, уже чистенькие, красивенькие, беленькие. И мы готовимся искать им новый дом. Ну-ка, Баффи, покажись. Ты Баффи.
Так, Дракоша, а ты что рычишь? Чуча, Дракон, иди домой, отстань от девочек. скажи, как это от девочек и отстать от таких еще красоток? Иди ко мне. Да, вкусняшечка. Да. Сейчас. О, ты Чуча тоже. Вкусняшечку. Да, как же. Да. Ты моя сладкая, ты сладкая. Да, такие вот красотки. Да, еще, как ты хорошо, быстро ты поняла, где тут вкусняшечки. Да, Чуча, ты тоже поняла уже? В приоритете пристроить их вместе в одну семью, потому что они действительно очень неразлучны. Они не теряют из вида друг друга. Они всегда держатся рядышком вместе, прекрасно ходят на поводке, очень ориентированы на человека, слышат его, взаимодействуют очень хорошо. Поэтому, в принципе, это абсолютно готовые домашние девчонки. От всей души благодарим всех, кто помогает нам спасать якутских хвостиков. Без вас мы не справимся. Ваша помощь, как всегда, очень нам необходима.